прямом эфире на ТНВ новости Татарстана. В студии Миляуша Кашапова. Добрый день. Главное событие сегодня – церемония вступления в должность избранного президента Татарстана. Инаугурация Рустама Минниханова прошла в 10 часов утра в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. 770 гостей в зале, тысячи зрителей у экранов. Присяга президента – это особая церемония и неотъемлемый элемент вступления в должность. Поздравить Рустама Минниханова приехал вице-премьер России Марат Хуснуллин, заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев. Детали главного политического события года у Зарины Ахметовой. Прошу всех встать. Вот так торжественно при сотнях гостей в зал вносят главные атрибуты церемонии инаугурации – Конституцию России и Татарстана и штандарт президента республики. В этот момент к зданию БКЗ на новом Ауру Сенат подъезжает Рустам Минниханов. Он даже перед торжеством работает, тестирует новый автомобиль, который с этого года будут собирать в Алабуге. И в этом он весь. Его высокая работоспособность и многозадачность уже никого не удивляет. В главном зале Рустама Минниханова встречают стоя и под громкие аплодисменты. Тут же избранный народом президент Татарстана приносит присягу на 2 языках. В тексте 70 слов на русском и татарском. Ни одной заминки и пауз, но волнение читается на лице президента. Выступление занимает ровно минуту, но в каждом слове ответственность. Торжественно клянусь верно служить народу Республики Татарстан, обеспечивать права и свободы граждан, государственный суверенитет Республики Татарстан, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан и законы Республики Татарстан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Татарстан. Президент вступил в должность. Первым его поздравили федеральные руководители. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин не только зачитал поздравления от премьер-министра России Михаила Мишустина, но и вспомнил свой период работы в команде Минниханова. Многие годы вы успешно возглавляете республику. Во многом благодаря вашему профессионализму, ответственности, энергии Татарстан динамично развивается, занимает ведущие позиции по многим социально-экономическим показателям и уровню инвестиционной привлекательности. Когда я начинал работать, вы меня пригласили, было тяжело, и вы мне говорите: знаешь, Марат, за нашу работу, скорее всего, спасибо не скажут. Я хочу сказать, что вы своей работой действительно смогли достигнуть такого положения республики, что жители вам говорят спасибо. Вам говорят жители, вам говорят люди, которые приезжают. Сегодня Татарстан – один из лидеров Приволжского федерального округа по созданию инновационных производств. Здесь активно развивается наука, готовятся квалифицированные кадры. Впереди много работы. Зная ваш характер и твердую волю, убежден, что успех будет неизменно сопутствовать вам и вашей сплоченной и высококвалифицированной команде. Поздравительные телеграммы президенту в торжественный день прислали федеральные руководители и министры, главы регионов дружественных республик. Символично, что эти выборы проходили в год столетия ТАССР. Избирая президента республики, мы держали ответ за свой вклад в новую историю Татарстана, отметил Минтимир Шаймиев. Он подчеркнул, победа – это признание результативной работы. Мы с вами хорошо знаем о наших достижениях в экономике, инновационном развитии, культуры, спорте и так далее. Безусловно, для удержания высокой планки развития от всех нас с вами, уважаемый Рустам Нургалиевич, потребуется немало усилий и умений. Желаем вам здоровья, терпения, выдержки. Работать вы умеете. В добрый путь. От имени промышленников вступлением на новый срок президента поздравил генеральный директор Татнефти. Наиль Маганов отметил, что за последние 10 лет удалось сохранить и приумножить потенциал республики. Смелые, но вместе с тем взвешенные решения, Рустам Нургалиевич, они помогают нам решать важнейшие задачи по развитию нашей компании. Вспоминаю, как когда принималось решение о создании новой нефтепереработки в Татарстане, у нас так ручки подрагивали, коленки подгибались, но вы, как настоящий лидер, стали во главе, повели команду вперед, и сегодня мы имеем красавец-завод. Не хватит пальцев на руках перечислять все. Это выводит нашу республику на передовые позиции среди остальных субъектов Российской Федерации. Коллеги из других регионов, от Камчатки до
Калининграда, от Астрахани до Мурманска нам по-хорошему завидуют и приезжают к нам учиться. Еще много пожеланий звучало в адрес избранного президента. После ответное слово взял сам Рустам Минниханов. Он напомнил, что видение будущего отражено в стратегии Татарстана 2030. Ее основа – развитие человеческого капитала, создание благоприятных условий для жизни с опорой на экономику. Вступая в должность президента Республики Татарстан, в первую очередь хочу поблагодарить многонациональный народ республики, наших избирателей за оказанное доверие. Считаю необходимым отметить, что предложения, которые прозвучали в ходе президентских и муниципальных выборов, обязательно будут учтены. Принимая выбор татарстанцев, полностью осознаю свою ответственность за судьбу республики перед каждым жителем. Наше видение будущего отражено в стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года. 5 лет назад на этой трибуне я озвучил ее главную задачу – развитие человеческого капитала. Сегодня республика по праву считается одним из привлекательных мест для жизни. В завершении церемонии, которая длилась ровно час, Рустам Минниханов спустился в зал и вручил букет цветов своей супруге и обнял сына. Вместе с семьей под аплодисменты он отправился на работу. Очередная пятилетка для него началась. Зарина Ахметова, Данил Филатов, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Перед инаугурацией Рустам Минниханов в своем инстаграм обратился к татарстанцам и поблагодарил всех, кто принял участие в выборах президента. Хайрлы күн, исәмесез, кадерле дуслар, добрый день, дорогие друзья. Искренне благодарен всем, кто принял участие в выборах. Отдельная благодарность тем, кто за меня проголосовал. Бик зор рахмат барыгызга да, бергә булыйк, исән сау булыйк. Рахмат сезгә. По указу президента Кабинет министров сегодня сложил свои полномочия. На заседании Госсовета определился премьер-министр и его замы. Именно им в ближайшие 5 лет предстоит работать в высшем органе исполнительной власти и отвечать за основные направления развития Татарстана. Премьер-министр республики вновь стал Алексей Песошин. Его кандидатуру предложил Рустам Минниханов. Представляю кандидатуру Песошина Алексея Валерьевича для утверждения на должность премьер-министра Республики Татарстан. Алексея Валерьевича знают как эффективного руководителя и успешного политика, который обладает разносторонним управленческим опытом. Для меня это честь и огромная ответственность. Задана высокая планка по многим показателям, и предстоит серьезная работа по обеспечению дальнейшего устойчивого социально-экономического развития республики и повышению качества жизни татарстанцев. Также стало известно, что министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин указом президента Татарстана назначил сенатором Совета Федерации Федерального собрания России от исполнительных органов государственной власти республики. Какие еще изменения произошли в составе Кабинета министров, мы сейчас спросим у Рамиля Шайдуллина. Он работает в Госсовете. Рамиль, здравствуй. Чем завершилось заседание Госсовета? Да, добрый день, Милявша. Минуту назад завершилась, наверное, одна из самых интересных сессий Госсовета, в том плане, что сегодня здесь представили имена тех, кто вошел в обновленный состав Кабинета министров республики, а именно премьер-министр республики и его заместителей. Как уже было сказано, депутаты утвердили кандидатуру, предложенную президентом республики Рустамом Миннихановым, кандидатуру премьера республики Алексея Песошина. После последовали выступления депутатов, и слово взял сам вновь назначенный глава правительства. Он начал представлять имена своих заместителей. Итак, вот этот список. Первый заместитель Рустам Нигматуллин. Далее следует Василий Шейхразиев, далее Лейла Фазлеева, Роман Шейхудинов, Шамиль Гафаров, министр сельского хозяйства Марат Зябаров, министр промышленности Альберт Каримов, министр экономики Митхат Шагиахметов и Равиль Ахмедшин. Стоит отметить одну важную деталь, что здесь было объявлено, что сейчас статус вице-премьера перешел от министра образования министру экономики. Таковы краткие итоги сессии Госсовета. Милявша, передаю тебе слово. Да, спасибо. Я напомню, с нами на прямой связи с Госсовета был Рамиль Шайдуллин.
И сегодня вечером в честь инаугурации президента Татарстана Казанская телебашня зажжется цветами государственного флага республики. Иллюминация 180-метровой вышки начнется в 7 вечера и продлится до 10 часов утра. Освещать башню будут тысячи цветных огней, десятки прожекторов с помощью компьютерных технологий. Напомним, такое цветовое представление было на выборах 13 сентября. Впервые телебашня осветилась цветами триколора еще в 2018 году к чемпионату мира. Сегодня ЦИК Татарстана зарегистрировал Олега Морозова депутатом Госдумы Федерального собрания России 7-го созыва. Удостоверение об избрании ему вручил председатель Центра избиркома Андрей Кондратьев. Напомним, Олег Морозов получил наибольшее число голосов на довыборах по Нижнекамскому избирательному округу. Его поддержали более 73% избирателей. Итоги голосования за остальных кандидатов сейчас на ваших экранах. За рулем с детства в Казани республиканский конкурс по автомногоборью собрал 35 юных гонщиков из 11 районов Татарстана. Будущие водители сдают теорию и практику на захватывающие виражи. Взглянула Наталья Мизина. Рев мотора и свист резины. На Казанском автодроме сегодня борьба накалена до предела. Карина Мухамедзянова за рулем всего год, но ее вождению позавидует даже самый опытный автомобилист. Говорит, любовь к скорости у нее в крови. Автоспортом начала заниматься моя сестра. Думаю, что настрой того, что семья верит в меня, что все возможно. Результат 57 секунд. Похоже, это рекорд соревнований. И кажется, на этой трассе девушки явно в фаворитах. Когда я езжу просто за рулем, спокойствие, наверное. А если сейчас на трассе, то немножко адреналин в крови, и поэтому азарт. Это, конечно, не Формула-1, но уровень здесь не ниже. За 2 минуты участникам надо выполнить параллельную парковку, проехать со змейкой, сделать гараж. Но главное в погоне за скоростью – это, конечно, не забывать об аккуратности. Точной и размеренной тактики придерживается большинство участников. Ведь за каждый сбитый элемент штраф – все как на настоящей дороге. А что надо помнить идеальному водителю? Проверить нейтралку, потом ремень застегнуть. Не паниковать. В этом году организаторы усложнили дистанцию, но только проверка трудностями, считают эксперты, сделает дороги республики безопаснее. Если говорить про аварийность молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, то произошло 133 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек погибли. Наблюдается тоже снижение всех показателей аварийности. По результатам этих соревнований определится лучшая автошкола Татарстана. Победителей наградят дипломами и медалями. Наталья Мизина, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. А развитие событий в наших следующих выпусках. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. До встречи. Здравствуйте! Осень проявляет свой характер. И снова ожидаются дожди и похолодание. Более подробнее о погоде чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 20-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса «Яндекс.Погода», на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево 19 сентября ожидается очередное похолодание, а также не обойдется без дождей. Дневная температура плюс 12-14. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге небо заволокут дождевые тучи. Пройдут осадки, а температура понизится. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше переменная облачность, пройдут осенние дожди. Не забывайте зонты и одевайтесь теплее. Значительное похолодание и в Арске, в Кукмаре, Балтаси. Тут также облачно и дождливо. Синоптики обещают всего 11 градусов выше нуля. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске будет пасмурно и сыро. Осень все увереннее заявляет о своих правах и в центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше. Тут также облачно, дождливо и прохладно. Холодный атмосферный фронт принесет в наши края новые порции осадков и заметное похолодание. Температурный фон продолжит понижаться. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь,
Вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Чтобы экономить на такси, переходи на Диди. Скачай приложение или закажи по телефону. Чтобы экономить на такси, переходите на Диди. Новый сервис заказа такси теперь доступен жителям Казани. Скачайте приложение или закажите поездку по телефону 210 400. В субботу в Казани ожидается облачная и дождливая погода. Ночью +7, а днем воздух прогреется до 12 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 83%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего хорошего и до свидания.